коллективе. А вот Ларионову отказали. Может производиться. Аратов, встаньте, пожалуйста, назовите. Арабин. Образование, семейное положение ваше. Образование неоконченное, высшее, не женат. Протокол судебного заседания и взять судебное заседание ведет исполняющий обязанности секретаря судебного заседания, помощник судьи Сидорова и исполняющий обязанности секретаря судебного заседания. Отводы состава суда имеются? Нет. Указания объясняются на одном языке, которым владеет судья, с помощью переводчика бесплатно пользоваться, с помощью защитника, копии принесенных по делу жалоб представления, и также подавать на них свои письменные возражения. Кроме того, вы имеете право защиты. 21 года, на период следствия. Понятно, скажите, пожалуйста, следственный изолятор. Вопросы есть к следователю стороны защиты? У вас? Нет. Прокурора? Нет, не имеет тоже. Проверки. Рапорт о том, что так, кроме того, смотрите с вашего следователя следующего посещения случаев построения мошенничества ключ Арапова до 90 будет указываться во время судебного способа представления, отбывалось специальное полостное обвинение в совершении преступления, посмотренное в ходе дня части 2 статьи 163 уголовного. Года рождения. 1988 года рождения. Где вы зарегистрированы, фактически проживаете? Зарегистрирован село Песчанат, 2 детей, высшее образование. Детям сколько лет? Правильно приводить жалобы на действия бездействия решения суда, принимать участие в рассмотрении участия в судебном заседании. Рапорт о проведении оперативного рассмотра мероприятий. Что касается дальнейших элементов конструкции обвинительной, касающихся квалификации содеянного, то есть у нас фактически остается только те обстоятельства, что мой доверитель положительно характеризуется. То есть это человек, следователь. Можете себя также прошу здоровья, с ребенком, присоединяюсь ко всем словам моего адвоката. Ваше жительство Рауса-Гореева, это чья квартира? Маме. Стороны защиты имеются как? В отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан поступила информация о том, что в Казани в течение длительного времени несколько мужчин занимаются вымогательством денежных средств у предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. В случае неуплаты злоумышленники угрожали коммерсантам физической расправой, а также наносили повреждения транспортным средствам перевозчиков.
При проведении проверки данных сведений оперативники установили потерпевших, которые рассказали, что в 2014 году им поступило предложение от молодых людей, которые представились участниками организованно-преступного формирования Борискова, о покровительстве за ежемесячное денежное вознаграждение. Злоумышленники предупредили, что в случае отказа перевозчики не смогут осуществлять свою деятельность. Свои слова молодые люди подкрепляли действиями. Так, одному из потерпевших вымогатели неоднократно разбивали стекла автобусов. По данным фактам, Следственным управлением МВД России по городу Казани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан установили подозреваемых в совершении данных преступлений. Совместно с коллегами из Следственного управления УМВД России по городу Казани при силовой поддержке бойцов Росгвардии фигуранты были задержаны. Ими оказались два местных жителя 1988 и 1990 года рождения, которые по оперативной информации действительно являются участниками организованно-преступного формирования Борискова. Вахитовским районным судом города Казани в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, а также следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности. МВД по Республике Татарстан обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о противоправной деятельности задержанных, обращаться по телефонам 02 112 291 30 21, 291 30 59 и 291 39 68.